Дадим теперь слово Антону Деникину. Состав населения Терской области определялся в 1917 году следующей примерной таблицей. Все население – 1 миллион 450 тысяч 712, в том числе русских, казаков и иногородних – 40%, осетин – 17%, чеченцев – 16%, кабардинцев – 12%, ингушей – 4%. Участие этих народов в политической жизни края далеко не соответствовало их численному составу. Ингуши – наименее численный и наиболее спаянный и сильный военной организацией народ оказался по существу вершителем судеб Северного Кавказа. Ингуши стали ландскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать сношения с Турцией и искали турецкой помощи из Елисафетполя, немецкой из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли Терский совет комиссаров, но при этом жестоко разграбили город и захватили Государственный банк и Монетный двор. Остальных горцев Терской области Деникин позиционировал с точки зрения их отношения к ингушам. Осетины представляли два основных лагеря – православных и мусульман. Первые дружили с казаками, вторые – с ингушами. Чеченцы разделились и по признакам внешней политики, образовав одновременно два национальных совета – Грозненский округ с большевиками. Другая часть чеченцев, Веденский округ, стояла на стороне казаков. Первые были связаны поэтому теснее с Ингушетией, вторые – с Дагестаном. Между обеими группами разгоралась сильнейшая вражда, приводившая иногда к многодневным кровопролитным боям. Малая Кабарда, сдавленная между большевиками и ингушами, признала всецело советскую власть, а Большая Кабарда, примыкая к фронту восставших терских казаков, выставила против большевиков отряд сначала во 200, потом разросшийся до бригады конницы. Ингуши на тот момент именно в этом плане на Северном Кавказе доминировали. У них были какие-то воинские формирования, какие-то силы, которые несли сопротивление. Такие товарищи, как, например, Андреев, председатель крайкома в последующем Северокавказского, часами мог стоять у избушки Хазира Арцханова и просить ему дать людей для какой-то акции, для проведения.